Генеральный директор крымско-татарского канала АТР Ленур Ислямов дал показания по делу бывшего депутата Верховного Совета Крыма Василия Ганыша, которого обвиняют в государственной измене. На заседании суда побывала наш корреспондент Эльвина Сидбулаева. Я присягаю, что буду говорить правду, ничего кроме правды. Вы знаете, по какие справе судить? Конечно. Показания по делу экс-депутата Крымского парламента дает генеральный директор АТР Ленур Ислямов. Тогда он был исполняющим обязанности вице-премьер-министра Крыма. Вместе с Ганышем был в сессионном зале, когда принималась российская конституция. Ислямов заявил, во время голосования в зале Ганыша не заметил. Я его лично не бачил, но я знаю, что депутаты были там. Я его лично не помню. Видел это голосование, видел, что все депутаты, которые там были, они все проголосовали за. Это я видел на табло. Как они поднимали руки, я не смотрел. Но табло говорило о том, что все проголосовали. Пам'ятаєте, лунав у приміщенні Верховної Ради Автономної Республіки Крим гімн Російської Федерації? Ну, конечно. Коли це був момент? Ну, во-первых, открытие было гимн, да, открытие было гимн, и, по-моему, закрытие тоже был гимн, да. Адвокат обвиняемого не доверяет свидетельству Ислямова и считает заангажированным. Я зазначаю, що свідок є заінтересованою особою, яка навіть не перебуває під слідством, яка була делегована до рішенням Меджлісу, тому ми вважаємо, що він є упереджений, він дає сьогодні свідчення. Обвиняемый в государственной измене Василий Ганыш признает, был в сессионном зале 11 апреля 2014 года. Очередной раз настаивает, в принятии российской конституции не голосовал. Я не приймав участь в голосуванні, тому що 6.03, я вже це неодноразово говорив, я здав свою електронну картку. В приміщенні були ви? В приміщенні, звичайно, був. 11.04 в приміщенні Верховної Ради я заходив. Участі в голосуванні я не приймав, я не міг приймати фізично. Суд длится почти год. Задержали Василия Ганыша в прошлом году, 28 апреля, при выезде из оккупированного полуострова. Его подозревают в участии в голосовании за проведение псевдореферендума, принятие российской конституции и в баллотировании в местных оккупационных выборах. Следующее заседание по делу Ганыша состоится 3 июня. Эльвина Сидбулаева, Эльдар Исматов, Заман, АТР.